Первым делом омбудсмен направляется в Республиканский дом ребенка. Главным поводом для визита стал недавний скандал. В лечебном учреждении детей привязывали к кроватям. Павел Астахов отметил, что персонал действовал в рамках закона. Но сейчас идет работа, направленная на его пересмотр. Я нахожусь в диалоге с Министерством здравоохранения по этому вопросу, что ребенку младшего возраста, малолетнему ребенку вообще противопоказано любое связывание. Самая лучшая фиксация – это объятие взрослого человека. Вот обнимите его и успокойте. Широкую огласку ситуация получила из-за внутренних конфликтов, утверждают в региональном Минздраве. Автором обвинений называют одну из сотрудниц дома ребенка. Дело находится под личным контролем уполномоченного. Хочу вам подарить стрекозу, чтобы она вам желала счастья и здоровья. В детском саду Павел Астахов активно общается со своими подопечными. Много фотографирует и делает уже ставшие популярным селфи, снимки себя с ребятами. Многие кадры тут же публикуются в социальные сети. Социальные сети, мое участие в них интересно прежде всего двумя аспектами. Первое – это распространение правдивой информации о положении детей и получение обратной связи. Учреждение открылось на первом этаже одной из новостроек. Здесь новые игрушки, учебные принадлежности и свежий ремонт. Посещают детский сад 45 воспитанников, и набор еще продолжается. В ближайшем будущем в Якутске будет открыто еще несколько таких садов. Во-первых, это дешевле для бюджета все-таки. С другой стороны, это доступность для родителей, потому что для родителей самое главное, чтобы ребенок ходил в детский сад рядом. В отношении детской политики в Якутии проводится большая работа, но есть проблемы, говорит омбудсмен. Например, на базе дома ребенка нужно создать школу для родителей, чьи дети тяжело больны. Психологическая поддержка позволит сохранить эти семьи полными, а нынешним воспитанникам интерната поможет обрести родителей. Сегодня министр здравоохранения сказал о том, что такое отделение будет открыто, и сказал о том, что там будет порядка 15 коек, где будут эти дети находиться. И обещал к июню месяца такое отделение открыть. Павел Астахов обещает вернуться в скором времени, чтобы проконтролировать исполнение обязательств и поручений, в том числе и ситуацию вокруг Республиканского дома ребенка. По словам чиновника, не все факты нарушений, описанные ранее, нашли свое подтверждение. Поэтому он призвал преждевременно не говорить о том, что здесь совершается именно преступление против детей. По крайней мере, до тех пор, пока свое последнее слово не скажет следствие. Дмитрий Макаров, Роберт Набиев, Вести, Якутск.